посвятил всю свою жизнь телевидению и радио, остался верен профессии и после выхода на пенсию. В последние годы Талгат Сабитов работал инженером отдела внестудийной работы нашего телеканала. Именно отсюда сегодня его и провожают в последний путь. Талгат Фатхулович для меня был особенным человеком. Дело не в том, что мы долго вместе работали, 40 лет, я его помню. Дело в том, что он был особенным человеком, потому что он всегда приходил на помощь. Делал очень все здорово, делал все качественно. Но сердце этого телевидения, понимаете, вот частичка сердца сегодня уходит. Потому что такие люди создавали эту телекомпанию, держали ее на своих плечах. На телевидение Талгат Сабитов пришел в 1979 году. В команде передвижной телевизионной станции он объехал всю республику и соседние регионы. Специалист федерального уровня, говорят коллеги. Первопроходец в организации прямых трансляций. Талгат Фатхулович работал на Олимпиаде-80 в Москве. В первый же год мы попали на спартакиаду народов СССР. В Москве это была телевизионная репетиция одновременно с Олимпиадой 80, потом отработали вместе на Олимпиаде 80, а потом уже потихонечку у нас менялось все здесь, и он принимал в этом активное участие. С ним было очень уютно в коллективе, он был очень доброжелательным. И спокойным, доброжелательным, ни на кого никогда не таил зла. Раз, два, три, канал третий. Раз, два, три, четыре, пять. Сначала инженер, затем начальник передвижных телевизионных станций. С момента основания ТНВ он был замгенерального директора телерадиокомпании, соавтор масштабных достижений республиканского ТВ и радио, от ламповых приемников до цифровых камер, от кинопленки до HD-вещания. Действительно был универсальным человеком. Он работал и с документацией хорошо, и с оборудованием хорошо, и хозяйственником был. Многому у него можно было поучиться. Ну и что самое главное, человеческие качества, с ним можно было поговорить. И вот как мы с ним говорили, уж больше 30 лет прошло, и в принципе как будто это один день. Благодаря Талгату Сабитову удалось сохранить золотой фонд татарской музыки. Именно он организовал перевод в цифру десятки тысяч часов пленки. Конечно, его заслуга огромная. Неизвестно, что бы еще было с этим золотым фондом, если бы он не оказался вовремя. Сами понимаете, пленки сыпятся. Он несколько лет назад ушел ведь с радио уже на телевидение, он никогда не проезжал мимо радио. Всегда улыбался и любил жизнь. Своими руками построил дом. Он был не только профессионалом, но и человеком с большой буквы, говорят коллеги. С Талгатом Фатхуловичем невозможно было не дружить, потому что он был очень комфортный человек, очень позитивный, очень светлый, открытый, настоящий интеллигент. Очень любил свою семью, своих детей. Он был очень заботливый отец. Талгата Сабитова похоронили на Самосыровском кладбище. Его имя навсегда вписано в историю татарстанского телевидения и радиовещания. Ильгиз Шакуров, Игорь Романов, ТНВ, Казань.